Сегодня ровно 101 год со дня рождения Дудара Хаханова. Композитор, музыковед, заслуженный деятель искусств России, Северной Осетии и Грузии. В его творчестве произведения разных жанров. Симфонии, концерты, пьесы, музыка к драматическим спектаклям. Подробнее о творческом пути и наследии прославленного музыканта в материале Сабины Гатаговой. Его музыкальное наследие буквально пропитано любовью к национальной культуре. Симфония была его жизнью, самобытной и не похожей на других новатор, первый по призванию. Дудар Хаханов – выдающийся композитор, чей многогранный талант смог покорить абсолютно разные жанры. Автор многочисленных пьес, концертов, музыки к драматическим спектаклям, в том числе первой осетинской оперетты. Вместе с нами, молодыми, только начинающими композиторами, был один из соучастников организации и в жюри конкурса, первого конкурса «Звездочка Осетии». Это событие, колоссальное событие. В этом его была прогрессивная, я бы сказал, сущность, что он никогда не останавливал движение молодых. Долгие годы Дудар Соломонович исследовал осетинский музыкальный фольклор, который оказал огромное влияние на развитие композиторской школы. Служил музыке и всегда старался выразить в ней характер своего народа. Масштаб таланта, вклад в национальную культуру мастера невозможно оценить. Его музыка вдохновляет, а композиции покоряют с первых нот. На его произведениях выросло не одно поколение выдающихся музыкантов. Ацамас Макоев и Николай Кобоев с большой теплотой вспоминают своего наставника и говорят, его жизнь продолжается, пока звучит музыка Дудара Хаханова. Учились на его отношении к музыке. Это самое важное. Ноты мы все знаем. И все их давно выучили. Но тут важнее другое. Как ты объяснишь молодому человеку, чем тебе нужно заниматься и как ты будешь продолжать свой творческий и жизненный путь. Вот это было самое важное, что мог делать Дудар Соломонович. Широкую известность получил концерт для осетинской гармоники с оркестром. Такого в мировой истории не было. Автор написал его специально для талантливого гармониста, самого Булата Газданова. А Николай Кобоев – первый исполнитель симфонии Дудара Соломоновича для фортепиано. Симфонии, ведь музыка такая очень сложная. Это как роман написать. Можно написать статью. Можно заметку газетную, да? Можно написать эссе, но написать «Войну и мир», извините, это сложно. Вот каждая симфония – это «Война и мир». Дудар Соломонович посвятил жизнь музыке, а вдохновение всегда находил в семье. Любимый папа, заботливый дедушка, память о нем бережно хранит вся фамилия. Насколько он любил семью, насколько любил внуков и какое огромное количество времени, несмотря на то, что он работал постоянно и работал и в Северной Осетии, и в Южной Осетии, и в Грузинской ССР, он успевал уделять внимание детям, раз в год они выезжали на отдых, и вот он с ними как ребенок с ними вот мог играться и заниматься, и очень любил, когда они пели. Это вот те воспоминания, с которыми они делились и которые вот отчетливо остались у них в памяти. В общем, это очень ценно. Талант в семье Дудара Хаханова буквально передавался по наследству. Главное правило для каждого – окончить музыкальную школу. С улыбкой говорит Давид, выбора не было. Дедушка с детства прививал любовь к музыке, просил внуков петь ему народные песни. И даже в последние годы своей жизни не расставался с творчеством. Мне сестра говорила, что уже дедушка был такой слабый. Он очень просил именно вот этот момент, чтобы они, когда они рядом, могли ему спеть. И они пели это и в 3 голоса, то есть вот, он очень сильно любил. Дудар Хаханов без преувеличения национальное достояние. Композитор не успел исполнить 2 свои симфонии. Сейчас семья хочет подарить жителям республики премьеру спустя 25 лет. Уже в ближайшее время Северная Осетия вновь услышит произведения великого музыканта. Сабина Гатагова, Давид Битиев. Новости Осетии.